Председатель правительства Андрей Тарасенко с рабочим визитом побывал в Нюрбинском районе. Спикер парламента ознакомился с ходом строительства социальных объектов, посмотрел систему лиманных расширений района. Сразу по прилету в Нюрбу делегация правительства во главе с Андреем Тарасенко посетила взлетно-посадочную полосу аэропорта Нюрба. С прошлого года реконструкция аэропорта заморожена в связи с банкротом подрядчика. Иркутская компания с концами покинула пределы республики. Иркутская компания сбежала. Ну, соответственно, мы сейчас приняли решение и договорились с нюрбинским производителем этого всего бетона. И плит этих решили, что будем его приглашать, потому что он хорошо сделал аэропорт в Нерюнгри, очень хорошо сделал. И хотим, чтобы у вас здесь тоже такой же был монолит, хороший, красивый. И, соответственно, я думаю, все эти силы приложим, потому что для нас важно, чтобы все это осталось, все деньги сохранились и аэропорт здесь был. Систему лиманного расширения вам также наглядно показали? Да, я увидел, потому что мы первые деньги дали. Я хотел посмотреть, насколько это все, потому что рассказывали, что будет хороший плюс в кормовой базе, и сена будет много, и пашенные поля. Я увидел в действительности эффект хороший. Сегодня, смотрю, все залиты луга. То есть это всего лишь сделали одну, грубо говоря, шлюз. И так вот себя уже поведение такое показало. Поэтому деньги на это дело тоже будем выделять. И я думаю, эту лиманную сделаем в этом году. У вас были замечания по театру? По театру мне не понравились сегодня сроки, потому что дали хорошие большие деньги. И со сроками, я смотрю, не успевают. Многие объекты, которые мы посмотрели, с сроками здесь не успевают. И надо чуть-чуть поторапливать буду. Потому что мне важно, чтобы 1 сентября здесь жизнь такая пошла. Голова у вас здесь молодец, живой такой. Поэтому я считаю, что порядок здесь будет. И мне понравился район. Сейчас в реконструкции будут внесены корректировки. Было принято решение отказаться от бетонных плит ВПП и заменить их монолитом. Также в ходе этого визита было озвучено о начале с этого года совместного пилотного проекта Минтранса и Нюрбинского района по асфальтированию улиц наследников Нюрбинского района. Есть определенные сложности, вместе с тем есть понимание, как продолжить дальше строительство, и с небольшим сдвигом сроков мы продолжим и обязательно реализуем этот проект в самое ближайшее время. Кроме того, просмотрели вопросы начала реализации пилотной программы с применением новых инновационных технологий по ремонту местных муниципальных дорог, и с этого года она уже начинается, и в селах из Дорожного фонда республики предоставлены субсидии для ремонта сельских дорог, и, соответственно, с этого года начнется, и мы продолжим ее реализацию на протяжении ближайших 3 лет. Далее делегация осмотрела ход строительства школы-сада на 150 мест в селе Чапанда. Строители доложили, что строительство идет полным ходом. Все необходимые материалы уже завезены. По срокам строители немного отстают, но они убедили членов делегации, что объект будет сдан вовремя. Такая же ситуация и со строительством школы в селе Кюндядя на 175 мест. Но тут немножко иначе. По договору окончания строительных работ это 2023 год. Но подрядчика попросили сдать объект уже к концу этого года. Опытный строитель даже с урезанным сроком намерен сдать объект в этом году. По школе Кюндядя на 176 мест работы идут по плану. Мы договор заключили на сдачу объекта 2023 год, получается, но перед нами Алексей Михайлович Иннокентий поставил задачу сдать в этом году. И мы двигаемся, работаем, люди есть, материалы приходят, но опять же получается проблемы есть, конечно, по финансированию. Финансирование по предоплате получается. А остальное работа сможет закончиться и сдать объект, возможно, где-то в декабре месяце, если будут все деньги, финансовые средства. Да. А по школе, первая школа Степана Васильева, город Нюрба, у нас договор заключен прямой до 15 августа. Появились очень много дополнительных работ,
появились по скрытию объекта, по начинанию своего объекта. И я думаю, с администрацией УЛУСа все по финансированию мы решили. И я думаю, что мы закончим до 15 августа, закончим и сдадим объект капитального ремонта. Также председатель правительства ознакомился с ходом строительства Нюрбинского драматического театра, который должны ввести в эксплуатацию уже в этом году. Но председатель правительства, ознакомившись с ходом строительства, остался весьма недовольным. Я вот приеду сюда 22 сентября, у тебя будет не готово. Нет, готовность будет. Ну, слушай, ты понимаешь, что такое тебе обшить, сделать? Все договора заключены, все контрагенты. Ну, у тебя людей имеются. нет, у тебя здесь должно быть, знаешь, столько обезьянок быть, все должны что-то делать, а у тебя нету. 60 человек это мало. Ты еще вентиляцию не поставил. Ты еще должен Вентиляция у нас уже почти все. А это что такое? 80%. Это в этом зале нету. Это вот, Нет, все там сделано. вот смонтировано. А что, у тебя один выход, вот у тебя здесь вот пустых, у тебя их нету. Здесь есть так. Сейчас вот, Ребят, пока я тебе еще раз говорю, с этой обшивкой вот зала, уже я тебе по залу скажу, что нет, ты не успеешь. Нет, успеем. Ребят, не пойдет. Также делегация подробно ознакомилась с системами лиманного орошения района. В настоящий момент из 6 систем в рабочем состоянии лишь половина. Район и мелиораторы поставили вопрос о восстановлении пришедших в негодность гидротехнических сооружений. Проекты по реконструкции этих объектов уже подготовлены. В настоящий момент этот вопрос рассматривается Минсельхозом республики. Она заполняет это Первый вот этот, да? потом сюда спускается, потом заполняем и в реку спускаем. А родная вот, ручейка вот пошла. Вот это. Ага, вижу. Тут закрываем. Тут два шлюза. Очередно. Вот Ты перекрываешь и сюда Да. перекачиваешь, да? И тут полностью? открываем. Сегодня-завтра. Завтра А вот эту часть вы не заливаете? Там поля. Ну, там падбище. Пастбище, Там да? все на курсе. Вот глава Вот снега. это самое, да? Добрый день. Приветствую. Сейчас в данное время 649 га лиманного Залили, обшива, да? Ага. Общая площадь 1000, на 800 га сенокосные угодья, на 550 га МТС Агро и на 250 Это коллективное хозяйство. и лишние подсобные Ну, хозяйства. хорошо, на смотрю, 250 хорошо залило у тебя. Да. в этот В раз. этом году хорошо. В прошлом году А, не в было. прошлом году не было. Одна Сейчас здесь задействовано 3 шлюза. Два основных, они... Ну вы починили все шлюзы, получается, Да. сейчас? Работает. Третье у нас земляным А, покрытием. у тебя дамба Да. там, да? типа? Проект готов. Ага. Ну, А вопрос, где он будет здесь? вопрос Земляной? финансирования. На другом месте. Это другое. Другой, Там да? проект готов, но экспертиза Вот там не прошло же. Там все межевание материалы должно там быть. Еще 3 года назад, когда Сентьев 4 года назад Сейчас приезжал, надо 3 системы ставили надо этот восстановить. вопрос. Проекты есть, экспертизы вот скоро получим. Межевание район взялся на себя, межевку сделать. Средняя Да. стоимость от 25 до 35 миллионов. Но мы За будем... проект, да? Почему это А, с уже всё рынком отдельно Проект готов. Проект Вопрос- готов. Вопрос Тогда финансирования. плюс 3000 гектаров будет. Да. Мы там по каждому проекту Там на обсудим. месте будем. Да. Во всех объектах были, вот где мелиоративные системы. В этом году как никогда, лиман неплохой. Вообще-то в Нюрбинской Мулусе 6 таких больших лиманных систем. Из них в рабочем состоянии, 3 находится, можно сказать, 3, где-то с охватом 3000 гектаров. На перспективу, которые были построены 90-е годы, 80-е годы, мы хотим восстановить. Сегодня Андрей Владимирович тоже дал поручение, что в ближайшие годы, начиная с 2023 года, эти старые мы должны восстановить. Таким образом, если у нас до 2025 года эти системы лиманных орошений мы восстановим, гидротехническое сооружение, тогда в Нюрбинском Мулусе всего будет охвачено 6 тысяч гектаров. Это мы примерно дойдем до площади где-то 90-х годов.
такие поручения даны, мы вместе с Минфином, с Министерством экономики должны этот вопрос решить. Птицефабрика Нюрбинская также не осталась без внимания. Делегация ознакомилась с работой предприятия. Руководство птицефабрики рассказало о намерении построить второй цех, который так необходим для выхода на полную мощность. Плюс к этому каждые 1,5 года у предприятия образовывается кассовый разрыв аж на 4 месяца, так как куры несутся 1,5 года и на их место привозят молодняк. И это, безусловно, бьет по финансовой части предприятия. 85 у тебя будет полностью. Полностью. И Это сколько второй ты будешь, цех. Второй цех. и сколько ты будешь делать тогда яйца? Так, объясняю вот. Именно 2 цеха не будут работать, потому что именно таких количеств пусто заняты мы должны это соблюдать. Вот поэтому по технологии мы у тебя же идет содержать. смена. Да, смена. О, Через Через 2 года. 1,5 года. Да, у тебя же там идет. Да. Вот в чем дело. Мы нарушаем именно содержание. Я 2 понял, года да, содержаем. да. Полгода стоит, через 2 года. Только через 2 года. Да, разрыв большой получается. 4 месяца разрыв, кассовый разрыв будет. Промышленное содержание птицы рекомендуется только 1,5 года. Хорошо, проект делайте уже, вот, то есть под эту всю. Проект уже есть. Уже, ну, где он говорит, еще сейчас. До 17 июня возьмут. Экспертизу. Изыскание вот этого здания, все есть. Мы разрешение взяли еще вот ЕПНИСа. Хорошо, Они- мужики, давайте готовьте, потому что действительно. 35 одобрила ФАПК Туймада заем. Но смотри, как бы получится. Мы даем деньги, даем Тумайде, а Тумайда к тебе входит сюда в учредители. Решены ключевые вопросы в развитии сельского хозяйства. Будут решаться вопросы по предпринимательству. И самое главное, вот многолетний вопрос, вот пообещало правительство нам, что будет решаться вопрос по мелиорации и, значит, по развитию птицеводства, гусиных ферм. Это новое направление в развитии Улуса и других новых форм предпринимательства. И, конечно, вот будут ускорены темпы с помощью правительства по строительству социальных объектов. По итогам рабочей поездки председатель правительства поручил ускорить темпы строительства новостроек, также более подробно рассмотреть вопросы восстановления нерабочих систем лиманного орошения. Остальные же вопросы будут решаться уже в рабочем порядке.